Акция в поддержку пропавших в оккупированном Крыму состоялась в Киеве у российского посольства. Украинские активисты назвали причастных. После аннексии полуострова России в Крыму исчезло около 40 человек. 18 из них до сих пор не найдены. Подробнее в сюжете. Вдоль российского посольства выстроилась Национальная гвардия. Забезпечуємо громадський порядок. Це кримські активісти, які знаходяться в полоні у Російської Федерації. Я це знаю. Я теж дивлюсь новини і теж за Україну. Активисты держат в руках плакаты с именами пропавших без вести. С осени 2014-го ни одного из них не нашли. Один из последних похищенных – член исполкома Всемирного конгресса крымских татар Эрвин Ибрагимов. С момента его исчезновения прошел почти год, о месте расположения активиста ни одной весточки. І Ервін Ібрагімов – це один з тих справ, якою ми дуже так детально займаємося. Протягом тривалого часу на всіх заходах, які ми організовуємо, ми наголошуємо саме на його долі. Закликаємо і російську владу знайти цю людину. Андрей Щекун – один из похищенных крымских активистов. Его задержала так называемая самооборона 9 марта 2014-го. Вспоминает, пережил пытки и издевательства оккупантов. 11 дней его удерживали в плену, затем вывезли на материк. С тех пор дорога в Крым для активиста закрыта. Ми повинні в інформаційному полі тримати це актуальне питання, бо Крим окупований, і це визнано на міжнародному рівні. Тому міжнародній спільноті і разом з Україною нам треба докласти максимальних зусиль пошуку цих людей. І в кінці кінців вже почав отримувати якісь інформації від правоохоронних органів. Правозащитники посчитали, за 3 года оккупации на полуострове исчезли 43 человека. Из них 6 нашли мертвыми, о судьбе 18 ничего не известно. По 36 випадках видна роль окупаційної влади, яка причетна до цих викрадень. Знайшли ці 10 імен, які точно причетні до цих зникнень. Це і колишні працівники Беркуту, це Ігор Безлєр, він є полковником ГРУ, це Сергій Аксьонов, це Сергій Цеков. Ми передаємо ці дані українській владі, яка заводить кримінальні справи. Эльвина Сидбулаева, Асан Иминов, Заман, АТР. Родители Эрвина Ибрагимова не теряют надежду на возвращение сына. Уверяют, кроме друзей и родственников, Эрвина больше никто не ищет. Ибрагимова выкрали в мае прошлого года. Люди в форме российского ДПС. С тех пор его больше никто не видел. Вот здесь, возле дома, считай, грубо говоря, под ногой его похитили. За ним же охотились не один день. Его же должны были 23-го похитить, но не получилось. Ну вот 24-го будет 7 месяцев. Кому он помешал, я вот это не поняла. Не ел, не пил, никого не обжирал. Бандитом не был, наркоманом не был. Государство не объел, людей не объел. Все. Вот, в общем, тоже все вот это вот на эмоции. Она уже кипит, я уже не знаю, лишь бы крышу не сорвала тоже. Все на эмоциях. Такие дела. Он же не один. И такие, как он, я не знаю, сколько еще будет, если не остановить этот беспредел. Я же после него уже сколько похитили же. И тоже тишина. Ну, это то, что было. Вот видишь, они вот на каждом там персонально. Посмотрел, все так. Все вот это вот, числа вот те же самые. Вот как раз перед ним вот тоже пропал с Бахчисарая. Вот следующий вот Ильин наш. Вот парнишка тоже пропал.